Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас первое заседание этого года, учебного 2019-2020 года. И сегодня у нас с вами, в общем-то, радостные новости. У нас Наталья Станиславовна ездила в Москву на съезд филологов и привезла очень много богатейшей информации. С ней она с нами сегодня и поделится. То есть по насущным проблемам мы наконец получили вопросы. Я так понимаю, Наталья Станиславовна? Вопросы получили, ответы получили не на все. Значит, уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся в этом году первый раз в этом учебном году. И я прошу понять, потому что начало учебного года и в школе, и в вузе это достаточно сложный и зачастую буйный период. И в то же время я бы хотела сказать, что за это время произошло много интересных событий, интересных именно для словесников. Во-первых, в Москве на базе Московского государственного университета имени Ломоносова состоялся съезд учителей и преподавателей русского языка и литературы. В это же время состоялся съезд Общества русской словесности на базе того же Московского университета. И эти события, они освещались в федеральных СМИ, потому что еще в это же время состоялся совет по русскому языку при президенте Российской Федерации. Но дело в том, что несмотря на эти все статусные события, за их пределами еще и была очень важная, интересная и обычная работа, которая всегда проходит на конференциях. То есть проводились секции, проводились круглые столы, проводились интересные встречи. Значит, я присутствовала на встрече с руководителем Рособорнадзора Сергеем Сергеевичем Кравцовым и была на круглом столе по культуре чтения современной молодежи. Очень интересный был круглый стол, и очень многие вопросы, которые мы перед собой ставили, на некоторые из них мы получили ответы. Более того, мы получили определенную поддержку тем нашим идеям, которые мы высказывали в свое время, когда речь шла о преподавании русской родной литературы. Я не буду подробно останавливаться на всех впечатлениях этих двух крупных мероприятий, потому что сегодня мы будем говорить о методических проблемах. Мы все-таки методическое объединение. И примерно за неделю до этих событий, то есть двух съездов, состоялась конференция, которая называлась так: «Русский язык, литература, русский родной язык. Актуальные вопросы преподавания». Конференцию эту организовало издательство «Просвещение». И на конференцию съехались специалисты по русскому языку и литературе. Это были и председатели региональных методических объединений, и председатели региональных ассоциаций педагогов русского языка и литературы, и ведущие специалисты региональных институтов развития образования и муниципальных методических служб. Значит, всего издательство «Просвещение» собрало представителей 74 регионов Российской Федерации. Значит, я сейчас покажу, как это все выглядело. Видите, весь зал заполнен, и хотелось бы сказать издательству «Просвещение» большое спасибо за то гостеприимство, которое они проявили, и за то сотрудничество, которое тоже, в общем-то, заинтересованность которым была проявлена. Здесь нужно понимать, что это конференция, которую собирало издательство, то есть обсуждение вопросов там на самом деле не предполагалось, и все обсуждение, оно проходило в кулуарах. Основные цели этой конференции были, так сказать, информационно-коммуникационные. Издательство «Просвещение» – это ведущее издательство нашей страны, которое занимается выпуском учебной и учебно-методической литературы. Они занимают практически половину рынка данного вида продукции. И, конечно, они очень заинтересованы в том, чтобы в современных условиях, когда нормативная база нестабильна, та издательская продукция, которую они выпускают, она находила путь к своему потребителю. И именно с этой целью была организована эта конференция. Перед нами выступил весь топ-менеджмент издательства, и генеральный директор, и ведущий редактор.
И мне очень понравилась одна мысль, которую они высказали. Она была сформулирована очень образно, как сказали, разумное сочетание бумаги и цифры. То есть современный учебник, который не может игнорировать новые информационные технологии, тем не менее он не должен полностью подменить собой ту традиционную бумажную книгу, к которой мы все привыкли. И чего мы боимся? Да, и чего мы, в общем-то, боимся. То есть вот это понимание ведущим издательством вот этой проблемы и очень продуманный подход, он, конечно, очень импонирует, и мне очень понравился. И, в общем-то, то, что они его придерживаются, мы тоже получили этому доказательство. Вторая особенность этой конференции заключалась в том, что все мы ждем утверждения федеральных государственных образовательных стандартов. И на съездах, и на конференции подчеркивалось, что эти государственные образовательные стандарты будут утверждены до конца года. Называлась даже такая дата 1 декабря. До нее осталось совсем немного. Доверим. Да, и даже если 1 декабря будет подписан приказ, он до нас дойдет, конечно, не в тот же день, но, как сказала министр Ольга Юрьевна Васильева, государственные стандарты готовы, их особенность заключается в том, что результаты обучения там прописаны по годам, это неоднократно подчеркивалось, и они будут утверждены. До выхода приказа трудно сказать, как и когда они будут вводиться в действие. Этот порядок будет прописан в приказе. Но то, что учебно-методическое обеспечение уже заточено под эти новые ФГОС, это абсолютно точно. После конференции мы получили довольно большое количество материалов по этой конференции. И фактически тот доклад, с которым я выступаю, он представляет собой определенного рода путеводитель по тем вопросам, тем проблемам и той издательской продукции, которую выпускает издательство «Просвещение». Если вы заинтересованы в том, чтобы посмотреть эти материалы более подробно, хотя моя презентация достаточно большая, то, пожалуйста, дайте нам знать по тем электронным адресам, которые размещены на нашей странице Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы, мы сможем их вывесить. Я сейчас перейду к рассмотрению этих основных докладов, а мне бы очень хотелось посмотреть, чтобы вы видели, что представляла собой программа. Это, конечно, не вся программа, это выборочно представлены те наиболее интересные и важные доклады, потому что конференция продолжалась 3 дня. Я могу сказать, что я не услышала только последний доклад, только для того, чтобы успеть на самолет. И у нас нет возможности ее рассказывать подробно, потому что иначе мы с вами 3 дня не встанем, у нас таких ресурсов нет. Поэтому я остановилась на наиболее интересных проблемах, интересных докладах. И, пожалуйста, посмотрите, кто был докладчиком на этой конференции. Значит, я буду сейчас пролистывать слайды, пролистывать их медленно, чтобы вы успели прочитать. Но я думаю, что вы увидите здесь много знакомых фамилий. А можно сначала я спрошу? Вы сказали, что какие-то тут связаны с авторскими правами? То есть, может быть, какие-то уже мы можем и, в общем-то, не ожидая, на портале разместить? Да, конечно, мы разместим презентации, которые нам предоставило издательство о себе и о своей продукции. И меня уверили в том, что авторский коллектив, который комментирует свою ОМК, он тоже не возражает против того, чтобы эти презентации были размещены. Кроме того, от некоторых докладчиков я получила разрешение использовать данные материалы на свое усмотрение. Значит, посмотрите, это Журавлев, это Беляева, это... То есть имена, которые знает каждый филолог. Которые знает каждый филолог. Гостева, которая говорит о функциональной грамотности. Это Чертов, это Галактионова, которая входит в авторский коллектив, выпустивший линейку учебников погружения в сферы. Это Дощинский, это начальник отдела социально-гуманитарного образования, это Московский центр развития кадрового потенциала образования.
Это московская организация, но вот он интересно представляет интересный доклад по банку оценочных средств по русскому языку и его методическим потенциалам. То есть этим может пользоваться каждый учитель. Вот. Это Нарушевич, который входит в авторский коллектив УМК по русскому языку и русскому родному языку. Ольга Владимировна Загоровская, которая представляла как раз линейку учебников по русскому родному языку, представляла содержательные и методические аспекты. Ее доклад коррелируется с докладом Ольги Макаровны Александровой, но если Ольга Макаровна больше занимается русским языком как таковым, то Ольга Владимировна, она представляет русский родной язык. Вот. Это Дейкина, тоже известный очень методист, которая представляла очень основательный доклад по современным подходам, путям их реализации преподавания русского языка в средней школе. Вот. Это интересный доклад по обучающему потенциалу рабочих тетрадей, который был представлен как скорая помощь. Вот. Очень интересный доклад, на котором я остановлюсь в самом конце. Это доклад по функциональной грамотности, вызовы эффективные практики. Вот, поскольку нам всем придется участвовать, и эта деятельность будет расширяться вот, в международной системе ПИЗа. Вот, и уже такой вот не очень благозвучный термин прижился — ПИЗа-подобные задания. Вот. Ну вот еще и был один доклад Гостевой по культуре речи. Вот доклад Ольги Макаровны. И опять еще один доклад Нарушевича. То есть вот это все. Значит, мы начинаем с федерального перечня учебников по русскому языку, которые разработаны, издан издательством «Просвещение». И обращаем вот внимание на то, что сейчас вышло и еще будет выходить в издательстве «Просвещение» именно по русскому языку. Я тоже представлю эти слайды. Посмотрим те учебно-методические комплекты, которые издательством созданы. Я сразу скажу, что практически ко всем, кроме сфер, у нас есть презентации авторских комментариев к этим линейкам. Вот, поэтому я их буду представлять достаточно бегло, вот, для того, чтобы вы посмотрели, о чем идет речь. Тем более, что в принципе это те же УМК, только они переработаны. Они переработаны. В том-то все и дело, что там как раз издательство представило вот эти линейки учебников с указаниями, что там изменено, что там переработано. Вот. И авторы в своих докладах, они представляют комментарии, почему это переработано, каким образом, в соответствии с какими документами или какими требованиями. Поэтому вот мы сейчас с вами это посмотрим. Значит, основная школа — русский язык. Значит, вот эти комплексы, из них новый комплекс — это Чердаков-Дунин-Вербицкая под редакцией Людмилы Алексеевны Вербицкой. Русский язык в двух частях. Вот это вот как раз те самые сферы, которые считаются учебником нового типа. Ну вот посмотрим. Там действительно очень статусный авторский коллектив. Это петербургские авторы. Вот. И, к сожалению, по ним вот есть доклад, но нет презентации, поэтому подробно о нем еще говорить. А можно сразу задам вопрос? Вот можно ли предполагать, что все эти линейки, они уже сопровождаются электронным приложением? Это я немножко дальше, я об этом буду говорить. Так, вот по русскому языку старшей школе, это базовый уровень, это Рыбченкова, коллектив авторов, это 10-11 класс. Вот посмотрите, это новое, вот при особенности УМК это преемственность, речевая направленность, используется как самоучитель, есть возможность. Ну и, соответственно, там есть рубрики «Советы, помощники», «Памятник», «Энциклопедия советов» и используется для подготовки к ГИА. Так, теперь смотрим. Вот сферы на 10-11 класс. Это тоже новинка. Значит, здесь особенности преемственности основной и старшей школы. Они этим очень гордятся. Тоже речевая направленность курса используется как самоучитель. Ну, уже у него там свои рубрики. Ну и тоже используется для подготовки к ГИА. Вот. Соответственно, русский язык 5-9 класс. Это Ладыжинская,
и Бархударов, значит, возвращены по многочисленным просьбам учителей. Вот. Но содержание переработано в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой, ну и соответствующие уточнения, там замены, новые темы, обновленные приложения, новое внешнее оформление, новые рубрики. Вот. И по сути дела, вот это ключевые преимущества издательство определяет как традиционный подход, доступность языка изложения, возможность подготовки к ГИА. Так, русский язык, основная школа, это Рыбченкова и соавторы. Значит, это учебники 5-9 классов, которые переработаны с учетом требований примерной основной образовательной программы по результатам апробации в регионах Российской Федерации. И в результате обратной связи с учителями. Очень там интересно, да, то есть это уже апробированная версия. Так, русский язык, основная школа, тоже линейка Рыбченковой, в котором новый дизайн, больше заданий повышенной сложности, материал как для базового и углубленного изучения, энциклопедия советов, учебник 7 класса в 2 частях, и имеется аудиоприложение. Значит, сразу же скажу, что аудиоприложение его можно скачать бесплатно на сайте. Вот, тоже об этом будем говорить. Ну и русский язык под редакцией Вербицкой. Это и 5 и 9 класс, и 10 и 11, то есть и для основной, и для старшей школы. Это базовый уровень. Значит, здесь тоже, видите, есть определенная специфика, которая вот связана и с разворотным принципом, там и с рубриками, с текстами, в которые авторы подают как интересные концентрический принцип подачи материала, взаимосвязь уровня языковой системы. Это понятно, потому что очень квалифицированные лингвисты это делали. Связь языка с окружающими реалиями и социумом, то есть язык не в самом себе, а для себя, язык функционирования. Формирование навыка исследования и лаконизм. Вот это, конечно, очень интересно. Вот. Ну и, наконец, 10-9 класс, который особое внимание уделяет нормативному аспекту и в то же время нацелен на то, чтобы учащиеся работали самостоятельно, чтобы они искали информацию, умели ее извлекать. Вот. Это развитие мышления, навыков самооценки, целеполагания и так далее. И УМК этот направлен на подготовку к ГИА. Значит, вот теперь следующее. Это русский язык как родной. Значит, вышла линейка учебников «Русский язык как родной». Это уже на что-то можно опираться. Значит, это для начальной школы и для основной школы. Предваряя вопросы, которые не обязательно возникнут, я могу сразу сказать, что для средней школы пока нет ничего. То есть предлагается использовать то, что вот сейчас дается для основной школы. Вот. И по русской литературе как родной, мы потом литературу будем дальше смотреть, там, в общем-то, ничего нет и пока не предполагается. С другой стороны, Ольга Юрьевна Васильева, наш министр просвещения, сказала, что при Министерстве просвещения будет образована рабочая группа, которая будет заниматься вопросами преподавания русского языка как родного и русской литературы как родной. Вот, то есть министерство, понятное дело, даже если оно соберет эту рабочую группу, они должны будут опираться на какие-то наработки, которые уже существуют. И вот как раз эта линейка учебников для начальной и основной школы, это, по крайней мере, какая-то оформленная наработка. Вот здесь тоже достаточно хороший и статусный коллектив авторов. И, в общем-то, это уже хорошо, потому что, во-первых, это уже создано в соответствии с проектом примерной рабочей программы по этому учебному предмету. И линейка для 5-9 классов, она тоже создана в соответствии с утвержденной примерной рабочей программой для образовательных организаций, которые реализуют программы основного общего образования. Я думаю, что это начало большого пути, то есть еще очень много нужно будет сделать. Вот, по русской литературе как родной, вот я могу тоже сразу сказать, пока мы даже не дошли до
того, чтобы ее каким-то образом вот можно было какие-то рекомендации получить. Но именно на съезде, на круглом столе я услышала те мысли, которые, в общем-то, созвучны и моим, и нашим, с Татьяной Петровной, то, что мы всегда пропагандировали, что русская родная литература – это литература, которая должна поддерживать интерес учащихся к чтению. Вот, и, соответственно, в соответствии с возрастом должен быть составлен и утвержден список вот тех произведений, которые можно было бы выносить на вот, занятия по этому предмету. При этом мы говорили о том, что, во-первых, это должна быть русская литература, должны быть произведения, которые, в общем-то, уже себя зарекомендовали, они устоялись. И, кроме того, сюда можно вводить произведения литературы региональной, вот, поскольку для детского чтения зачастую в регионах тоже создано очень много интересных, качественных произведений. Вот к нашей литературе это точно относится. В частности, мы рекомендовали советскую детскую литературу, вот, Да. в которой мы вообще не сомневаемся нисколько Да, в мы ее не сомневаемся. нравственном содержании. Мгм. Так ведь? Вот Ольга Святославовна Октябрьская, которая является крупным специалистом как раз по детской литературе, она полностью разделяет нашу убежденность. Более того, мы получили списки такой литературы для начальной школы. Вот посмотрим, что еще будет ли для основной. Более того, нам сказали, что готовы предоставить методики к этим спискам. Вот. Это вот то, что издательство может предложить по предмету русский язык. Вот, то есть И это они, хорошая новость. Наконец-то да, что-то это есть хорошая подержать в новость, руках. да, что-то есть подержать в руках, это очень хорошо. Так, теперь давайте посмотрим федеральный перечень учебников по литературе. Значит, здесь тоже достаточно известные уже УМК вот, для основного общего образования, которые тоже переработаны. Вот, я его показываю. Значит, вот есть новые, это как раз вот те же самые сферы. Вот, соответственно, это УМК Чертова и его соавторов. Ну и, соответственно, вот еще третье, это углубленный уровень литературы в двух частях, это Коровин, Вершинина там и тоже соавторы. То есть это то, что может предложить издательство. Видите, здесь уже достаточно много нового. Это изменения, которые проведены в данных комплектах. Вот эта литература в учебниках под редакцией Коровина, это 5-9 класс. Значит, вот посмотрите, как это сделано. Значит, вот в 5 классе определенные изменения, что исключено, что добавлено. В тех презентациях, с которыми выступали авторы, представители авторского коллектива, объяснено, почему это сделано. Вот. Здесь есть своя определенная логика, мы на ней сейчас останавливаться не можем. Вот, у нас возможностей нет, но она есть, и если будет от вас такой запрос, значит, мы это все разместим. Вот, соответственно, вот то, что в 6-7 классе, какие изменения там. Вот, жираф добавлен. Да, что исключено, что добавлено. Вот. Но здесь вот 8-9 класс тоже. Видите, что исключено, что добавлено. Тоже здесь есть, да. Ну, очень интересно, конечно, что вот добавлено, например, произведение там, зарубежной литературы, то есть вот это целостное такое представление о литературном творчестве. Так, ну и, наконец, средняя школа – это литература базовый уровень и углубленный уровень, которая дается как продолжение линии учебников под редакцией Коровиной. И предполагается, что можно использовать в гуманитарных классах и классах с углубленным изучением литературы. Вот посмотрите, что здесь предполагается, как анализ языковых выразительных средств. Это творческие задания, проектные работы, это самостоятельная исследовательская деятельность, обучение написанию рефератов, сочинений, эссе и рецензий. Вот, хорошо, конечно. Лебедева ведь только был 10 класс, у него, да. Значит, появился теперь 11 класс. Да. И развитие литературоведческих компетенций, навыков работы с художественным текстом. Это замечательно. Так, вот теперь литература под редакцией Чертова. Это 5-6 класс. Какие были изменения, что добавлено. Вот, здесь в основном добавления, ничего не убирали.
Так, 7 класс тоже изменение, вот что добавлено, что перенесено, вот это недоросль перенесен в 8 класс. 8-9 классы тоже то, что добавлено, значит, видите, круг чтения расширяется. Вместо утреннего размышления размещено стихотворение вечернее Вечернее размышление, да. Так. Ну и давайте посмотрим, вот проект сферы, это базовый уровень, который учебники под редакцией Людмилы Алексеевны Вербицкой. Это новинка, и вот особенности УМК – это соединение в учебном сюжете литературоведческого, исторического, искусствоведческого компонента, синхронизация вот литературы с историей, лента времени, так называемая, очень хорошо. Вот. И изучение отечественной литературы XIX века в контексте зарубежной европейской литературы этого же периода. Это тоже очень Если важно. Я промолчу. Да, вообще это, можно, конечно, промолчать. Я промолчу. Да. Вот. Ну, на самом деле это очень, очень, очень хорошо. Не знаю, как это пойдет в базовом уровне. Ну и, наконец, наличие блока современной отечественной литературы, ее во взаимосвязи с классической традицией. Ну и опять-таки то, что Лаконизм, авторы... простота и доступность. Изложение сложного материала, да. Вот действительно хотелось бы посмотреть. Мне кажется вообще, что вот литература вот этого проекта «Сферы», она как бы более приманчива. Хотелось бы поглядеть, конечно, эти книжки поближе. Полистать, да. Так, теперь издательство «Просвещение» представляет свои новинки. Значит, они просили включить эту презентацию именно потому, что вот как раз редактор выступала, показывала, значит, всю эту литературу. Вот, посмотрите, это проекты и творческие задания, то есть рабочие тетради для развития творческого и исследовательского потенциала. Значит, это тоже, там, я так поняла, что 5-9 класс не это при влез, условии, да? что если купят рабочие тетради. Да. Вот, соответственно, пособие по обучению читательской грамотности. Еще не все вышло. Так, это пособие по оценке метапредметных результатов по работе с текстом. То есть они есть. И, соответственно, диагностические работы. 5-6 класс. У вас тут, Татьяна Петровна, одна лежит. Вот, это к учебнику под редакцией Коровиной. Да, вот такая книжка. Мне уже привезли. Да. Так, это новинка 2019 года. Это «Развиваем устную речь». Значит, здесь есть аудио приложение и ссылка для его скачивания. Так. Вот она. Тоже, значит, имеется. Так, и нас попросили как бы сориентировать учителей в том, как работать с сайтом издательства «Просвещение». Значит, здесь есть этот адрес сайта, как выйти на страницу этого сайта. И попросили развести два понятия. Значит, обычно, когда смотрят сайт издательства, то смотрят каталог. Значит, каталог – это хорошая рубрика, вот, но она содержит всю литературу, которую издательство когда-либо издавало и издает в настоящее время. Значит, в том случае, если необходима литература актуальная, то есть соответствующая вот современному состоянию нормативного обеспечения, вот, то нужно выходить на страницу интернет-магазина. То есть там все актуализировано. То есть вот сверху показан, да, интернет-магазин. Да, вот интернет-магазин. Значит, интернет-магазин, там не обязательно сразу все покупать. Вот, мы выходим на страницу интернет-магазина, и там разбираемся, что там представлено, и знаем, что это то, что сейчас действует. Вот, соответственно, именно на странице интернет-магазина под соответствующими изданиями, не под всеми, можно скачивать электронные приложения. То есть это могут быть, да, бесплатно. То есть это могут быть аудиоприложения, могут быть какие-то другие. Вот. Но если учебник содержит такое, то в интернет-магазине это будет представлено. Нас еще попросили указать, что до конца этого года, то есть до 31 декабря, можно использовать вот с этим промокодом
право на приобретение со скидкой, потому что иногда как бы учитель, он хочет получить какую-то новую методическую литературу для себя. В принципе, конечно, учебная литература у нас не дешевая, но не запредельно дорогая, бывает намного все дороже, за рубежом это все совершенно огромные деньги стоит. Ну вот можно это использовать. Правильно понимаю, что каждое издательство должно еще и предоставлять, в общем-то, всем учителям еще и бесплатные методические рекомендации, методические пособия, рабочие программы, КТП, и что это на странице просвещения тоже есть? Я не знаю, я Вот не то, что нам смотрела на прислали. свидетельство. Да, вот то, что они прислали, я думаю, что мы будем делать таким образом. То есть мы эту литературу разберем, потому что она в большом количестве. Вот. И я думаю, что нужно создавать на странице Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы определенную методическую библиотеку издательства просвещения, в которой все методические материалы будут размещены. Вот, потому что одно дело вот те публикации, о которых мы сегодня еще будем говорить, потому что это опыт, то есть это можно использовать, но та литература, которая, что называется, идет в руки, вот то, что дают, это тоже должно быть обязательно доступно. Ну, мы разместили то, что Да. нам написали. Да, вот мы сейчас посмотрим, что там дублируется, потому что нам дали ссылку на достаточно большое количество методической литературы. Мы ее все разберем, мы ее обязательно Давайте я будем просто добавлю размещать. немножко. Итак, на портале, на нашей страничке ИРМОУ от просвещения уже висят поурочные разработки по литературе 10-11 класса. Дальше методические пособия по литературе 10-11 класса вместе с программами для 10-11 класса. И поурочные разработки по русскому языку для 8 класса. Также там висят по родному русскому языку рабочая программа плюс КТП для 5-9 класса. То есть это то, что уже дали. И оно на портале размещено. Так, и еще я хочу сказать, что вот эти 3 презентации, по которым мы сейчас прошлись бегло, они все будут в полном объеме тоже размещены. Да. Вот, вот как раз там, где вот наш круглый стол, который ныне проходит. Так, теперь, значит, следующее. Из того, что интересно, я решила все-таки, что мы посмотрим те разработки и вообще те подходы к курсу русского родного языка, которые нам предлагают. Значит, и здесь тоже мы бегло посмотрим на содержание доклада Ольги Владимировны Загоровской, которая является одним из авторов УМК по русскому родному языку. И, в общем, как раз она выступала с очень интересным и содержательным докладом, и в то же время достаточно компактным. Ольга Владимировна дала нам возможность, дала нам право пользоваться своей презентацией, поэтому мы ее тоже будем размещать. Ну, значит, основная цель нового предмета «Русский родной язык» – это формирование у школьников познавательного интереса и любви к русскому языку, и через него к родной культуре, осознание школьниками исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народов. Новый предмет, ориентированный на изучение русского языка как инструмента познания русской культуры. Значит, вот эта цель. К этой цели, значит, подвязывается все остальное. Значит, это содержательные модули учебного предмета «Русский родной язык». И сейчас я покажу, как они раскрываются. Значит, вот модуль «Язык и культура», вот, который как раз направлен на осознание школьниками русского языка как зеркало материальной и духовной культуры и истории русского народа, на осознание национальной культурной специфики русского языка. И вот здесь приведены примеры названий параграфов по разным классам, основная школа, как я уже говорила. Значит, каким образом этот модуль реализуется на разных ступенях обучения. Значит, модуль культуры речи, который ориентирован на формирование осознанного отношения к использованию языка в разных сферах, ситуациях общения, на повышение культуры русской речи. То есть культура речи, еще раз хочу подчеркнуть, не берется только в нормативном аспекте. Опять-таки примеры названий параграфов. Модуль речи текст, который ориентирован на совершенствование навыков разных видов речевой деятельности учащихся, говорение, аудирование, чтение и письмо в их взаимосвязи с культурой устной и письменной речи, значит, тоже примеры тем для изучения.
И вот здесь как раз она проводит различия традиционного предмета русский язык и нового предмета русский родной язык по статусу и способам оценки результатов обучения. Значит, вот посмотрите, я не буду зачитывать здесь все грамотные, то есть в одном случае обязательный Ну, предмет, там здесь предмет только по одно, выбору, да. мы понимаем, что она предмет по выбору, родной язык, имеется в виду родной русский или родной иной какой-то. Да, да, Вот в да, этом да, смысле. да, А так это да. обязательные предметы. Да, То есть обязательный их нельзя предметная область, да. не выбирать. Мгм. Так, и вот смотрим основная форма контроля — проектные исследовательские работы. Вот это тоже очень интересный момент, который тоже, с которым тоже связаны некоторые предложения авторов. Значит, вот рабочие программы 5-9 классов. Примерное по предмету, по примерным программам, значит, количество часов в неделю. Я думаю, что это будет каким-то образом еще упорядочено, поскольку создается при министерстве рабочая группа. Вот, в то же время, видите, само учебное заведение это определяет. И Да, смотрим, и у нас, мы да. знаем, прецеденты по Да. полчаса. Да, я думаю, что вот это все будет скорректировано, то есть к этому предмету нужно Нет, я будет отнестись скорректированно так думаю серьезно, не да. будет. Просто школа сама выберет, но понятно, что всю программу реализовать ни одна школа не сможет. Вот поэтому они предлагают в старшей школе просто дидактические единицы из основной программы передвинуть в старшую школу. Вот, поэтому, да, вот смотрите, опять-таки издания, про которые мы уже говорили. Это ключевые идеи, которыми руководствуются при определении содержания учебного предмета русский родной язык. Опять-таки связь с национальной культурой, реализация функционирования, то есть в текстах. Ну и, соответственно, культура родной речи. Да, опять-таки культура, которая понимается не только в нормативном смысле этого слова. Вот рубрики учебников, посмотрите, как они выглядят. Проектные задания. Вот это примеры как бы проектных заданий, которые можно было бы использовать в рамках предмета русский родной язык, которое предполагает и работу со словарями, и работу с интернетом, вот, и с художественными текстами, вот, ну и, соответственно, вот Все хорошо. да, все это, да, очень хорошо, все это интересно, качественно, я думаю, вполне можно брать на вооружение. Теперь еще одна. Давайте Да. просто немножко завершим. Итак, в общем-то, что получается, да? Что у нас по родной области, по родному русскому языку у нас есть теперь программа для начальной школы, примерно программа. Вот сейчас появилась, ранее она появилась для основной общего образования по родному русскому языку. Но по литературе пока у нас программ нет. И вот эти учебники, это все только по родному русскому языку. Только, да, причем только по основной школе. Вот по начальной основной школе по родному русскому языку. По литературе, русской родной литературе, пока ничего нет. И я думаю, что в самое ближайшее время можно пока те ничего учителя, не ждать. не те учителя, все мы переходим в следующий год в старшее звено по ВГОС. И, значит, вот эти области там остаются, родная область, да, русский язык, ну, другое дело там по выбору углубленный, базовый, но учебников, получается, не будет для старшей школы пока. Не будет. Не будет. Не будет. Программ тоже не будет. Не будет. А значит, мы берем программу основной школы и просто передвигаем в старшую школу. Растягиваем фактически. Растягиваем. И учебники можно вот этой основной школы использовать в старшей школе, так полагаю, да? Да, Там двухчасовые, да, потому что, да, в неделю. Да. А если мы берем 1 час, то вот мы вот просто эти учебники используем в старшей школе. Я так думаю, что нам да, делать. это был такой задан вопрос, как раз на него отвечала Ольга Макаровна Александровна. Она и сказала, что вот пока вот это есть, это неплохо. Вот, и пока вся эта ситуация пока не устоялась, то, соответственно, вот этот вот хороший комплект, его можно использовать и пока для старшей школы. Угу. Был тоже задан вопрос, а что потом, вот когда девятиклассники перейдут в 10-й, ему сказали, что всем хватит. Может быть, что-нибудь еще появится. Так, теперь, значит, вот тот открытый банк оценочных средств по русскому языку, вот немножко не влезло и его методический потенциал. Здесь, я думаю, что тоже будет очень интересно, потому что адрес этого открытого банка, вот посмотрите, это Федеральный институт педагогических измерений.
Вот, вот это, по сути дела, от 2 по 11 класс, то есть фактически можно пользоваться на протяжении вот достаточно И причем только по русскому языку. Да, только по русскому языку. Потому что? Да, потому что по литературе нет. Нет, и по другим предметам тоже нет, да. потому что, как они сказали, что это из политических соображений. Да, Русский язык слишком важен. Да. Вот что такое открытый банк. Это и фонд, библиотека, и коллекция, и федеральная копилка и так далее. И вот здесь как раз вот устройство этого открытого банка, то есть сначала, вот как посмотрите, здесь представлены все как раз шаги по его использованию. То есть когда выбирается вид речевой деятельности вот, в определенном совершенно классе, вот, затем вот, допустим, выбрали слушание, значит, вот здесь есть ряд заданий, можно их поочередно прорабатывать. Ну и, соответственно, возможности с этим заданием. Можно его отложить, можно показать в отдельном окне, можно отметить как решенное и так далее. То есть этот банк, который действительно существует только по русскому языку, но он уже сейчас может оказывать учителям определенную помощь, потому что он сможет быть использован для процедур внутренней и внешней диагностики, для подготовки к допуску к ГИА и к самой ГИА, может использоваться для подготовки к олимпиадам, потому что уровень этих заданий такой. Вот. И, соответственно, использовать для построения учебных занятий в соответствии с ФГУС. То есть он уже интересно, ориентирован эти на темы я ФГУС. посмотрела для 10-11 классов, базовый углубленный уровень. Угу. То есть вот действительно базовый уровень, я посмотрела, они очень похожи на те тесты, которые присылают национальные исследования, да, качество образования, близкие такие задания. А вот углубленные это действительно не порешаешь. То есть это вообще никак не соотносится с теми моделями ЕГЭ, которые решают дети сейчас. Это совершенно другой подход, значит, в оценочных материалах, совершенно иной. И может быть, возможно, вот это именно в этом направлении, вот их мысль движется, то есть оценочные материалы будут ближе именно к таким. Возможно, они короче, но они в каком-то смысле непривычнее, необычнее для детей. Да, и это связано со многими тенденциями, и с теми тенденциями, которые обозначал Кравцов, о том, что они будут отказываться полностью от тестовой формы. Вот, то есть основная задача будить мысль учащегося. Вот, это связано еще и с использованием не только ПИЗа, но и других систем оценки достижений учащихся, вот, международных. Вот, поэтому вот в этом направлении будет происходить движение. Поэтому то, что этот банк создан, и он создан именно для учителей-словесников, вот нужно использовать его возможности. Поэтому мы, я думаю, тоже эту презентацию разместим как обязательную, поскольку учителя должны уметь ею пользоваться. Да, размещаем Дощинского. Так, теперь наконец, последнее, на чем я хотела остановиться, это функциональная грамотность, вызовы и эффективные практики, то есть мониторинг функциональной грамотности. Чуть-чуть минуточку до этого. Вот да. Там довольно быстро так это прошло, да? Но ведь там вот показана была целая линейка, которая так и называлась «Метапредметные результаты, функциональная грамотность, основа читательской грамотности». Угу. То есть получается так, что мы, скорее всего, вот наши дети, скажем так, будут затрудняться учиться в старшей школе, если вот эти вот вещи в основной школе будут пропущены. Ну, первый вопрос. Кто будет проводить эти работы по метапредметным результатам в основной школе? Какой предметник это будет проводить? Где это будет проводиться? Кто это будет оценивать? Но ведь там как раз по читательской грамотности. Это не относится конкретно к учителям русского языка и литературы. Это не относится к учителям русского языка и литературы. Но если эти учебники не прорешать, если все вот эти вещи не прорешать, то тогда о функциональной грамотности даже говорить нечего будет. Да, и именно с этим связано, кстати говоря, тот факт, что наши дети вот по данным ПИЗа показывают результаты ниже средних. Вот поскольку ПИЗа – это система, которая оценивает в сопоставлении по странам, и, соответственно, вот наши дети, они здесь, получается, что при всем высоком уровне знаний и компетенции, они в использовании, значит, очень сильно отстают. У нас и без ПИЗа
очень хорошо это показывает устное итоговое собеседование. Нет, но дело в том, что я вот хочу сказать вот о чем. Когда мы принимали в свое время первых студентов из Кыргызстана в наш университет, то мы хотели сделать таким образом, чтобы они по своим выпускным экзаменам могли поступать к нам. Вот. Но дело в том, что они сдают вот свое ЕГЭ, но это ЕГЭ абсолютно никак не соотносится с теми формами ЕГЭ по предметам, которые есть в России. То есть мы были вынуждены от этого отказаться, потому что их выпускной экзамен, он как раз построен на основе функциональной грамотности. Им делали это международные специалисты. И когда мне привезли материалы, я их полистав просто отдала обратно, потому что поняла, что в тот момент я как проректор по международной деятельности, я не могу их использовать вообще в наборе. Вот. Поэтому это опять-таки тот шаг, которому, вернее, тот момент, на который мы должны обратить внимание, потому что, судя по всему, это тоже то, что нам предстоит. Возможно, будет какая-то определенная перестройка, но она будет. И вот те результаты, которые представляет вот как раз Борисовна Логинова, они это показывают. ПИЗу ведь делают по одному срезу, это 15 лет. Да. Это 15 лет. И вот это понятие функциональной грамотности, которое выдвинуто Леонтием, потому что функционально Алексеем Алексеевичем. Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Вот. И вот каким образом, значит, это все воспитать, каким образом это все поставить. Потому что проблема эта, она для российской школы, она, в общем-то, не новая, потому что при высоком уровне, опять-таки, большой объем знаний, но не использование, слабое использование. То есть это формализм знаний, еще ситуационности знаний. Вот. И вот почему таким образом, почему именно ПИЗа? Потому что она показывает учащиеся 15-летнего возраста, которые получили определенное образование, то есть нужно посмотреть, обладают ли они необходимыми знаниями и умениями, которые позволят им полноценно функционировать в современном обществе и решать широкий диапазон задач в разных сферах человеческой деятельности. Результаты у нас, как я уже сказала, низкие. Здесь нет, я убрала диаграмму. Вы нижнюю задачу прочитайте вслух. Поставлена задача попасть в топ-10 стран по качеству общего образования. Ну да, я думаю, что это важно, потому что это значит, вот, что это все будет оттренировываться. Вот, это все будет перестраиваться именно вот в эту сторону. Так, вот посмотрите, как выглядит структура измерительных материалов, и проверяется каждый раз что-то одно. Вот это вот специфика такая этих исследований. Ну и, соответственно, вот в 2021 году будет математическая грамотность проверяться, в 2015 проверяли естественно-научную грамотность. Вот, новое направление получилось разрешение проблем глобальных компетенций и креативное мышление, вот о чем сегодня будем говорить. Так, концептуальная рамка оценки, значит, я ее просто показываю, потому что разбираться в ней у нас возможности уже нет. То есть, видите, здесь достаточно такая сложная модель. Тут еще надо сказать, что уже есть график прохождения международных исследований. Да. Республика Коми, как 11-й регион, участвует в следующем году. Участвует. То есть, опять-таки, вот то же самое креативное мышление будут у наших проверять. Так, вот основные цели, когда вот локализация информации, значит, понимание, интеграция, рефлексия, оценка. То есть, что при этом выявляется. Так, оценка образовательных достижений, да, вот я показывала эти пособия, значит, здесь то же самое, как происходит оценка читательной грамотности. Вот, соответственно, это вот под руководством Ковалевой, кандидата педнаук, руководителя Центра оценки качества. Так, сборники эталонных заданий, тоже связанных с креативным мышлением. Вот, новые направления
вот то, что мы показывали здесь они уже обозначены крупно. И, соответственно, зачем вообще это происходит? Потому что творческое мышление – основа для проявления нового знания, инновационных идей. Это привычка мыслить креативно. Все заметнее влияет на общественное и духовное развитие, на развитие производства. Ну и это важнейший источник развития личности. Вот. И способность к креативному мышлению, она базируется на знаниях и опыте. Знаний у наших достаточно. И может быть предметом целенаправленного формирования, чем, вероятно, мы будем заниматься. Вот. Ну и, соответственно, вот это участие в международных исследованиях, оно может способствовать позитивным изменениям практики обучения образовательной политики. То есть это неизбежно. То есть будет меняться и практика, будет меняться и политика. Так, каково определение креативного мышления? Это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений или нового знания или эффективного выражения воображения. Значит, я скобки здесь не зачитываю. Впечатляющий, вдохновляющий. Да. Вот, соответственно, рамки исследования ПИЗа с учетом специфики, это 15-летние учащиеся. Вот, модель оценки креативного мышления. То есть, видите, письменное или устное, художественное или символическое. Вот, если речь идет о получении нового знания или решения проблем, то это, естественно, научные, математические, социальные или межличностные. Значит, модели заданий, посмотрите, пожалуйста, это достаточно интересно. То есть письменное самовыражение – это создание свободных высказываний текстов. Значит, выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения разных стимулов. То есть это фантастические иллюстрации, рисованные мультфильмы, там, абстрактные картинки и так далее. Это оценка креативности и совершенствование собственных или чужих текстов. Вот смотрите примеры заданий. Видите? Картинка, придумайте и запишите несколько разных заголовков приведенной иллюстрации. Рассмотрите обложку книги. Как вы думаете, о чем она может быть? Предложите несколько версий, кратко их опишите. Вот, тоже визуальное самовыражение, когда выдвигаются идеи для своих проектов на основе заданного сценария, исходных установок. Мне интересны люди, которые будут оценивать это. Да. Оценка креативности собственных или чужих идей с позиции их ясности, привлекательности и новизны. И совершенствование изображений в соответствии с данными инструкциями или дополнительной информацией. Вот примеры заданий на визуальное самовыражение. Значит, соответственно, вот, нужно обязательно познакомиться с творчеством художника и просмотреть представленные репродукции и подготовить к выставке 2 экспоната, выполненные в его манере. Вот, соответственно, все это объясняется. Так, решение социальных проблем. Это погружение в проблемы, имеющие социальный фокус. Выдвижение разных идей для возможных путей решения. Оценка оригинальности, эффективности, осуществимости собственных идей или чужих. Ну и, соответственно, совершенствование решения и вовлечение в непрерывный процесс построения знаний и совершенствования решений. Социальные проблемы так и решим? Да. Вот, примеры заданий – это решение социальных проблем. Значит, вот школа будущего. Вам нравится ваша школа? А что бы вы хотели в ней изменить? Как вы думаете, какой будет школа в будущем? Лет через 100? Предлагаем задуматься над этими вопросами при выполнении последующих заданий. Проявите воображение. Успехов! Вот. И еще модели заданий. Вот решение научных проблем, то есть возможные сюжеты, примеры. То есть, видите, я почему вот так вот оставила посмотреть, чтобы было видно, какова специфика, какие подходы и что здесь требуется от ребенка. Вот типы ответов, которые могут быть свободно конструируемые, вот, простые и сложные. Вот, соответственно, могут быть ответы на интерактивные задания, выполненные в виде стимуляции. То есть вот это вот тоже то, к чему, наверное, мы совершенно не привыкли, но как раз вот в презентации я специально убрала эту часть, чтобы вам было поинтереснее потом смотреть это все самостоятельно, потому что
Здесь есть некоторые результаты, которые показывают, которые, в общем, доставляют массу удовольствия, когда их просматриваешь. И указываются возможные причины несформированности функциональной грамотности. То есть прежде всего это формализм знаний. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось рассказать об этой конференции, о том, что я там услышала. Это далеко не все. Вот. Но это то, что имеет отношение собственно, к методическим аспектам преподавания русского языка и литературы, причем именно в таком вот прикладном плане. Вот. И еще я бы хотела обратить внимание на то, что если вы заинтересуетесь еще какими-то докладами, то мы готовы посмотреть, есть ли у нас презентации, потому что презентации присланы не по всем докладам, это совершенно естественно. Вот, осветила я тоже не все, потому что был достаточно большой комплекс региональных докладов, когда учителя, когда представители, в основном это были институты развития образования, показывали, значит, как они применяют там те или иные, значит, учебные пособия, там разрабатывают собственные методические идеи. Вот, я оставила также в стороне выступления нынешнего победителя конкурса «Учитель года», вот, президента фонда «Русская классика». Очень интересное выступление, но, собственно говоря, нам объять необъятное, как известно, невозможно. Ну и вот здесь указаны наши электронные адреса, по которым можно к нам обращаться. Вот, и мы обязательно откликнемся. Вот, и если есть еще какая-то возможность показать материалы какого-то доклада, мы с удовольствием это сделаем. Вот, и так благодарим за внимание. Так, Татьяна Петровна. Так, Наталья Станиславовна, как-то вы быстро. А давайте теперь обсудим все-таки. Значит, Давай.